Юрий Львович, расскажите нам о проделанной работе в 2023 году. 2023 год, Аслан Георгиевич, конечно же, выдался тяжелым для Гагринского района в связи с стихийными бедствиями. Их было 3 в 2023 году. Но, тем не менее, администрация района выполнила все свои обязательства перед бюджетниками, перед строительными организациями. Бюджет на 2023 год был принят в сумме 772 миллиона рублей, из них 630 миллионов – это налоговые поступления, 28 миллионов – это личные доходы администрации, 114 миллионов рублей субсидии на заработную плату бюджетникам. Ввиду положительной динамики налоговых поступлений в течение года был увеличен бюджет в сумме 235 миллионов рублей. Была проведена работа по изменению расходной части бюджета. Плюс в 2022-2023 год мы вошли с профицитом с 2022 года 147 миллионов 900 тысяч рублей. И в течение года с республиканского бюджета была прислана сумма в виде субсидий 45 миллионов рублей на заработную плату бюджетникам. Итак, расходная часть бюджета на 2023 год составила 1 миллиард 201 миллион рублей. Исполнение бюджета при плане 893 миллиона рублей, фактические поступления составили 1 миллиард 63 миллиона рублей. Расходная часть выполнена в сумме 1 миллиард 187 миллионов рублей, при уточненном плане 1 миллиард 201 миллион рублей. Хотелось бы отметить, с этой суммы было направлено 386 миллионов рублей на заработную плату бюджетникам годовой, плюс по вашему поручению в 2022 году, когда проходил актив в городе Гагра, стал вопрос по увеличению заработной платы тем категориям бюджетникам, которые не попадают под софинансирование. На 2023 год мы изыскали средства, опять-таки по положительной динамике поступлений налоговых, была возможность увеличить зарплату в сумме 12,5 миллионов рублей. Это коснулось 393 человека. 356 человек в 2022 году. Также на 2024 год нами была увеличена эта же категория людей в сумме 50 миллионов рублей. 971 человек не попадают под софинансирование. Вот эти 71 человек, благодаря вашим усилиям, получают уже другую заработную плату, да. Так? 641 штатных единиц не попадают под прожиточный минимум республики. На следующий год мы перейдем барьер прожиточного минимума, все бюджетники будут получать выше прожиточного минимума. Средняя заработная плата на 2024 год бюджетникам, которые попадают под софинансирование, 20 тысяч рублей. Бюджетники, которые не попадают под софинансирование, учитывая все увеличения в 2022 и 2023, средняя 12,5 тысяч рублей. А в негосударственном секторе заработная плата? В негосударственном секторе все получают свыше прожиточного минимума, но при отчетах, когда они сдают балансы в налоговую инспекцию, бывает, это было в 2022 году, все получают выше прожиточного минимума. Но есть кто пишет 9 тысяч, 10 тысяч и не попадают под прожиточный минимум, но получают зарплату больше. Также основной расходной части бюджета – это строительство. На строительство было направлено в 2023 году 370 миллионов рублей. Если нужно будет озвучить, какие суммы. На что, да, там восстановление школы, по-моему, да? На асфальтирование улиц в районе и дорог было направлено 56 миллионов рублей. На капитальный ремонт и строительство в городе Гагра детский сад. В этом году мы его запустим. Общая сметная стоимость 62 миллиона рублей. В 2023 году мы отправили подрядчикам 50 миллионов рублей. Также было отремонтировано здание санэпидинстанции. В 2022 году было профинансировано 4 миллиона, в 2023 году 17 миллионов. Общая сметная стоимость около 21 миллиона рублей. Здание почти готово, нужно установить инвентарь, и в течение месяца мы его будем открывать. Также было направлено на центральную районную больницу в 2023 году на капитальный ремонт отделения скорой помощи, отделения гинекологии. На данный момент идут работы восстановительные работы идут в хирургии,
В общей сложности было направлено на районную центральную больницу 57 миллионов рублей. Из них 3 миллиона 900 тысяч рублей – это была финансовая помощь наших предпринимателей. На приобретение 5 единиц спецтехники, 4 мусороборочных машин и 1 трактора направлено 31 миллион 700 тысяч рублей. Также были приобретены мусорные контейнеры на сумму 10 миллионов рублей. Благоустройство пешеходных зон по улице Ардзева 24 миллиона рублей. Строительство спортзала в поселке Бзыби 23 миллиона 700 тысяч рублей. Там был старый спортзал, проблема была уже 10-летней давности, но мы решили эту проблему. Новый спортзал откроется в течение 2 месяцев. Устройство сквера имени Сергея Васильевича Багаевича было в 2023 году выделено 21 миллион рублей. Общая сметная стоимость 34 миллиона рублей. Благоустройство пешеходных зон в городе Пицунда на сумму 14 миллионов рублей. Также мы в городе Пицунда приступили к ремонту Дома культуры. Общая сметная стоимость 62 миллиона рублей. Выделено уже около 19 миллионов рублей. Также мы в 2023 году начали строительство в селе Лдза нового Дома культуры. Стоял старый, мы его снесли, начали строить новый. Выделено около 8 миллионов рублей, общая сметная стоимость 40 миллионов рублей. Также в селе Лдза мы проводим работы не было столовой, строим новую столовую в селе Лдза и над столовой надстраиваем актовый зал для детей, где могут заниматься. Капитальный ремонт кровли школы номер 2 в поселке Бзыби 13,5 миллионов рублей. 10 миллионов рублей направлено на Жейкварский мост, это въезд в город Гагра. 10 миллионов 300 тысяч рублей было направлено на эти работы. На оплату задолженности МУП водоканала за потребляемую электроэнергию в течение 12 лет образовался очень большой долг. Было уплачено в 2023 году 10 миллионов рублей погашения задолженности городского водоканала. Плюс еще 11 миллионов рублей мы заложили в этом году на погашение долга. Общий долг составлял 21 миллион рублей. За 2023 год на помощь пострадавшим в стихийном бедствии было направлено 54 миллиона рублей. Плюс 11,5 миллионов рублей наши предприниматели помогли нам в выплате семьям пострадавшим. В общей сложности в 2023 году было направлено 71 миллион на выплаты пострадавшим семьям в стихийном бедствии. Также 46 миллионов рублей было потрачено на ликвидацию стихийных бедствий. Особое внимание мы уделяем в районе социально уязвимым категориям гражданам. Так, в 2023 году было выделено населению по обращению в администрации, было выплачено 30 миллионов 500 тысяч рублей. На помощь и приобретение жилья, улучшение жилищных условий было направлено 8,5 миллионов рублей. Единовременную материальную помощь матерям, вдовам, погибшим в Великой Отечественной войне народа Абхазии 3 миллиона 200 тысяч рублей. Также хотелось бы отметить, что своя программа в районе действует по помощи сельчанам в сельском хозяйстве. С 2021 года с республиканского бюджета район получил в сумме 7 миллионов рублей, было одобрено до 2023 года, было одобрено 26 проектов. За 2023 год район выделил на проекты сельского хозяйства 11 миллионов рублей за один год. Также мы приступили к капитальному ремонту детского сада в городе Гагра. Это второй детский сад. В связи со стихией мы временно остановили работы, но сейчас возобновляем. Второй детский сад будет ремонтироваться. Также в городе Пицунда в рамках инвестиционной программы в течение 2 месяцев, я думаю, мы примем на баланс этот детский сад. Проблему мы острую снимем, нехватки мест в детских садах. В ближайшие 2-3 года этой проблемы не будет в районе. План налоговых поступлений, консолидированный бюджет по Гагринскому району с учетом увеличения составлял 1 миллиард 296 миллионов рублей. Фактические поступления в консолидированный бюджет составил 1 миллиард 776 миллионов рублей. План стоял
республиканский бюджет 415 рублей, фактические поступления составили 607 миллионов рублей. По официальным данным, в 2023 году в Гагринском районе отдохнуло 287 тысяч туристов. По сравнению с 2022 годом на 15 тысяч больше туристов отдохнуло в 2023 году. По противодействию майнинг ферм было сотрудниками милиции, сотрудниками СГБ, службы безопасности и местным Черным РЭСом. Было выявлено 530 майнинг-аппаратов в течение 2023 года. Также хотелось бы сказать, что мы уже приступили к строительству после стихии новой набережной. После последней стихии были очень серьезные повреждения, не хотелось оставлять все старое, и в общей сложности обойдется нам набережная около 136 миллионов рублей. 50 миллионов рублей мы уже отправили на гранит, 9 миллионов 200 тысяч рублей это установка столбов фонарных, освещения, 22 миллиона обходится на установку перил с колоннами, на демонтаж обошлось 13 миллионов 800 тысяч. Как обстоят дела в районе с частными инвестициями? В этом году к вводу в эксплуатацию какое количество объектов, в каких отраслях, есть такие данные? В 2023 году были введены в эксплуатацию 6 гостиниц, 3 санаторно-курортных комплекса, 3 коттеджных комплекса, 32 магазина и 5 производственных цехов. Так, по официальным данным, получили разрешение на строительство в 2023 году 54 гостиницы, 13 санаторно-курортных комплексов, 13 коттеджных комплексов, 6 объектов общественного питания, 32 магазина и 5 производственных цехов. Юрий Львович, Гагра – это визитная карточка Абхазии, история известная. В связи с этим нужно будет, как это вы сделали в прошлом году, привести в порядок вместе с Абхазским автодором республиканскую трассу и прилегающие к ней территории. Виды на наше Черное море должны быть открыты. Там, где необходимо кранирование, там, где необходима очистка стволов, все это должно быть сделано, нанесена дорожная разметка с тем, чтобы люди получали удовольствие от езды по нашей республиканской трассе и от видов, которые открываются. Я руководителям всем говорил об этом и хотел бы, чтобы вы на этом акцентировали свое внимание. Далее, в рамках нашей программы, утвержденной, и программа, которая будет в этом году реализована, это строительство спортивных площадок во всех школах. Вы переговорите с министром просвещения, соответствующие материалы должны были быть им переданы уже, и контролируйте ход реализации этой программы на территории Гагрского района. Хотел бы ваше внимание обратить на следующее: обустройство пляжев с тем, чтобы достичь высокого уровня безопасности для тех, кто там купается. Еще раз посмотрите, еще раз соберите руководителей и обяжите их обзавестись необходимым количеством людей, спасателей и нужного инвентаря. Гагра – это территория, куда все съезжаются и отдыхать. Во всех крупных объектах должны быть службы безопасности, они должны взаимодействовать с правоохранителями, с тем, чтобы исключить нежелательное посягательство в отношении тех, кто к нам приезжает на отдых. Вот эти вещи нужно взять на контроль. Необходимо по району посмотреть, как обстоят дела с соблюдением экологических норм. Экология – это номер один. Мы должны ее сохранить. В этом смысле мы не имеем права что-то портить. Вот эти маленькие ручишки, которые были в Пицунде, в Алахадзе, там были родники. Что там происходит, надо посмотреть. Еще раз надо с рейдовым мероприятием выезжать вот на реку, на Бзыб, в той части, которая имеет отношение к вам. Еще раз посмотреть, как работают у них там, у предпринимателей, очистные сооружения, у всех ли они есть. Мы должны сохранить нашу реку в первозданном виде. Это наиважнейшая задача. То же самое, наверное, это каньон Хашупсе. Это сейчас популярное направление. Вы там какой участок дороги успели сделать? Сколько? Аслан Георгиевич, в связи со стихией
повторюсь, пришлось остановить эти процессы асфальтирования. Мы хотели, уже осметили дорогу, все, и мы бы не получилось бы. Но поток в любом случае есть. Какую-то часть дороги мы, возможно, не будем загадывать. В конце лета, возможно, мы попытаемся сделать. Хорошо. Ну и соблюдение норм торговли, соблюдение санитарных норм в общепите, в столовых. Это все нужно держать на контроле. Потому что через вот такие кажущиеся простые вещи формируется отношение к республике, формируется отношение к горожанам. И в этом плане надо действовать очень правильно и продуктивно. В целом хочу отметить работу вашей команды, результаты у вас впечатляющие, я об этом говорил, но мы должны идти дальше. Решенных проблем много, нерешенных еще больше. Поэтому желаю успехов в этом году. Спасибо.